любой фундамент любого государства строит прежде всего педагог. Не бояться спрашивать, где-то ошибаться. Сделал какой-то вывод, идешь дальше. Человек учится все время. И я надеюсь, все успешно получится. Фокус. Потому что это возможность действительно сконцентрироваться на том, что ты умеешь сейчас в точке А, и к чему ты потенциально можешь прийти в какой-то точке Б. Единство, вот знаете, чего действительно и опыт, и связи имеют место быть, это обязательно нужно, да, потому что это облегчает любую работу. И в жизни, и в политике, и в процессе работы. Но то, что дала программа, это, наверное, люди и то братство, которое стало возможным благодаря этой программе, когда уже были дни рокировок с разными людьми, и ты понимаешь, что ты никогда не сделаешь это задание на основе только своего опыта, только в единой связке, только в системе, вот в этом конгломерате. Только так. Поэтому если человек понимает, что он часть большого чего-то, а не единственный какой-то элемент, который может все сделать сам. Хотя для перфекциониста это тяжело. Но перейдя вот этот Рубикон, ты понимаешь, что да, братство. Вот это действительно такое негласное братство. Мне сложно было понимать, что я могу с чем-то не справиться. Потому что в педагогической среде, в которой я росла и выросла, я преподаватель школы была на тот момент и вуза, то есть с образованием в разных отраслях я была связана со студенческой скамьи. И, конечно, в этих областях я хорошо себя реализовала. Плюс диссертационная работа, в которой я иду, связана с этой областью. И тут я чувствовала такую силу, умение, реализацию. А когда программа уже началась, я стала понимать, что я не умею спрашивать, чего-то просить. То есть мне стыдно сказать, что я тут не поняла. И тут я вспомнила себя на уроках, когда я говорила детям: не стесняйтесь спрашивать, не стыдно, если вы чего-то не знаете. Я для вас, чтобы вам отдать знания, а не просто поставить вам отметку. И тут вот эта позиция, спустив себя до уровня ученика за парты, ты понимаешь, да, все приходят в первый класс. Поэтому нужно уметь спрашивать, не бояться спрашивать, где-то ошибаться. Ошибся, сделал какой-то вывод, идешь дальше. Только так. Рост через какие-то ошибки. Но главное, чтобы эти ошибки были с определенным таким осмысленным анализом. Мне хочется возродить интерес будущих студентов педагогических специальностей именно к профессии учителя. И, конечно, в таком вот концентрате это возродить престиж учителя. Мне хочется, чтобы когда студент вот этим вот желанием, идя в педагогическую стезю, не по остаточному принципу, а потому что это престижно, это здорово. Я могу тем самым вершить судьбы, в хорошем смысле слова, будущих поколений. Ведь действительно человек, являющийся педагогом, это тот человек, который строит. Вот любой фундамент любого государства строит прежде всего педагог. Будьте лучше, будьте сильнее, будьте смелее. Упадете, коленки отряхли и пошли дальше. Важно сказать, что чтобы они это делали не для красоты и яркости, потому что зачастую работа всегда делается не вот здесь, на картинке, а где-то там, в рабочих цехах, да, и в кулуарах, в хорошем таком понятии. Потому что если они хотят получить быстрый и яркий результат, он не будет долговечным. Пусть они готовятся к тому, что надо будет действительно попотеть, встретиться с самим собой и понять, что я это делаю не для себя, а в долгосрочной перспективе служения своему народу.